В наше время с образованием связано очень много аспектов. И сегодня образование – это не только учебники, педагоги, учащиеся, классные комнаты. Безусловно, нынешнее время предоставляет массу возможностей для развития в сфере образования, что мы и представить себе не могли лет 10 назад. И речь идет не только о информационных технологиях. Как мы всеми этими возможностями пользуемся, уже совершенно другой вопрос. Добрый вечер, в эфире Гвардова. И сегодня на наш откровенный разговор согласилась коуч, что-то такое мы еще определим, и преподаватель АГУ Астанда Сацба. Астанда, добрый вечер, добро пожаловать в нашу студию, на нашу программу. Сразу оговорюсь и скажу зрителям, что с Астандой мы знакомы очень давно. У нас очень много общих друзей, мы дружим с семьями, и поэтому я вот, если ты позволишь, скажу все-таки об одной вещи. Когда еще очень давно, будучи еще молодыми, с Астандой была связана всегда вот такая одна вещь, вот такая одна черта, о которой мы всегда говорили. У каждого человека есть миллион недостатков, так же, как у нас у всех, но всегда все говорили, что Астанда хорошая мама. Правда? Да, ты Спасибо. прекрасна, я думаю, ты этого знаешь. Спасибо. Просто идеальная мама. Я думаю, что, я думаю, что время это подтвердило, потому что у тебя выросли великолепные сыновья. Спасибо. И насколько я понимаю, вот это вот быть хорошей мамой в свое время, к чему ты шла вот как-то больше интуитивно, да. Переросло во что-то другое. Уже что-то профессиональное. Я права, Астанда? Да. Тогда ты скажи мне, пожалуйста, вот все-таки чем вот сфера твоей вот деятельности нынешней? Ну, как ты сказала, я сейчас преподаю в университете стратегическое мышление, да, то есть, когда меня часто спрашивали, во-первых, спасибо за то, что чуть-чуть преувеличено, что я прям идеальная мама. Я, наверное, как и все мамы, хорошее желала своим детям, и все свои поступки, то есть, были направлены на хороший результат. И вот когда меня часто спрашивали, задавали мне такой вопрос, как у меня получился такой результат с детьми, я не знала, что отвечать. Потому что я, как ты сказала, это все делаю интуитивно, то есть не по науке. Когда я познакомилась с наукой коучинг, я познакомилась с наукой квантовой психологии, и я как бы расшифровала свой собственный метод. И вот теперь я могу пошагово прям объяснять людям, что и как я это делала. Да, и вот стратегическое мышление, часть вот этих знаний входит туда для студентов. Но мы еще поговорим о том, что такое вообще коуч и какое он отношение вообще имеет к образованию. Но последнее время, помимо того, что ты там занимаешься своими собственными исследованиями, учишься, там, развиваешься, тебя уже можно так увидеть, да, в социальных сетях. Да. У тебя есть свои странички, на которых ты ведешь лекции, где у тебя есть подписчики. И вот я заходила на твою страницу, и там у тебя, значит, было написано, я вот просто запомнилась, что в твоем сторис нашла такое выражение, что психолог работает с прошлым, а коуч работает с будущим. Вот у меня теперь такой вот вопрос: как можно влиять на будущее, не разобравшись с прошлым? Здесь я тогда чуть по-научному, да, то есть это у Фрейда причинно- и следственная связь, и нужно сначала разобраться с прошлым, и потом, то есть у тебя будет хорошее настоящее, да. А у Адлера было по-другому, то есть точка отсчета здесь и сейчас. Мы имеем исходные данные на сегодняшний день вот в точке А, и отталкиваясь от них, мы двигаемся в точку Б. То есть не имеет значения, что было там вот в прошлом. Ты ставишь перед собой цель и двигаешься вперед. То есть психологи работают, во-первых, с душевными, да, какими-то проблемами, с затыками внутренними. Это вообще совсем другая работа. Коучи ставят перед собой цель и помогают своим клиентам ставить перед собой цель и достигать эту цель. То есть совсем разная работа. То есть это не значит, что к коучу надо приходить уже после психолога?
Ну, это просто как клиент захочет. Может и после психолога, может и без психолога. Это вообще не связано с этим. Мгм. Это А, другая работа совсем. Хорошо. А вот вообще, что касается самой психологии, коучинга, это все стало очень так доступно и более-менее понятно уже в последнее вот время, Мгм, да? мгм. То есть в наше время, когда, там, допустим, мы с тобой учились, мы даже понятия не имели, да, о таких вот вещах. Вот скажи, пожалуйста, почему все-таки вот в нашем с тобой детстве мы вот обходились без психологов, коучингов и вот таких вот, так сказать, сломанных жизней, да, было все-таки, ну, мне так кажется, все-таки меньше. А вот в наши дни, когда вот такое бурное развитие в сфере услуг вот, психологов, да, мы имеем, да, проблем все-таки становится больше. Вот почему? Мгм. Ну, во-первых, психология была всегда и всю жизнь, Мгм. просто она имела другую форму. Мгм. Мы выговаривались друзьям, родителям, учителям, то есть она Так. имела другую форму, но она была. Она была всегда. Конечно, Человеку была, всегда но нужно было. сегодня у нас с детского сада у нас психологи ходят и вот там, да, исследуют детей. Там. Да. То есть это уже такой неотъемлемый атрибут, да, вот Ну и такой вот. слава богу, что люди обратили на это внимание, что есть профессиональные люди, которые готовы тебя выслушать и помочь тебе и твоему ребенку. Это очень важная работа, да, и слава богу, что люди на это начали обращать внимание. То есть ты считаешь, что это нужно было всегда, просто в советское Так оно и время? было, я же говорю, просто форма была чуть другая. То есть мы все равно искали, где же выговориться, да, это всегда было. А поломанные судьбы, как ты говоришь сейчас, если ты думаешь, что сейчас их больше, то это все-таки, мне кажется, это время. Время сейчас бежит вперед. То есть если раньше изобретали какую-то технологию, она служила людям 100-200 лет, а сейчас за год устаревает даже самый совершенный телефон. То есть время бежит вперед. Скажи, пожалуйста, а вот в нашем случае вот так называемый поствоенный синдром, он Это к имеет этому место? нет, не имеет отношения, хотя психологи, наверное, скажут, да, это имеет, наверное, место, но время сейчас решает все время. Время бежит вперед, то есть и мы должны с ним шагать в ногу, иначе мы отстанем. Вот, и поэтому сейчас от того, что все ускорилось, то есть получается так, что мы должны научиться и научить своих детей включать интуицию. У нас нет времени на обдумывание, потому что время, правда, очень вот поскакало вперед. Если раньше мы... Вернее, есть такие люди, вот если взять 100% населения, да, вот 15-20% это те, кто новые берут сразу. Вот берут и сразу начинают это использовать. 60-65% они осторожничают, они хотят привыкнуть к этому, по чуть-чуть идти к новому. И 15% вообще не хотят слышать ничего о новом. Но так не бывает, мы бы жили бы все еще в пещерах, то есть новое все равно приходит. Просто сейчас оно приходит стремительно, и время будет еще больше ускоряться. И у нас, как я сказала, не будет времени. То есть мы должны все перейти вот те 15-20%, которые новые будут брать сразу. И для этого нужно развивать детей, развивать их мышление, развивать вот именно стратегическое мышление, системное мышление. Дети должны видеть все, что происходит. То есть если они ставят перед собой какую-то цель, все части этой цели, да, если какой-то бизнес, то все структуры этого бизнеса они должны уметь охватывать и видеть систему. Ну, по поводу того, что там я тебя назвала идеальной мамой в свое время, у тебя и блог твой, ты тоже называешь его «Территория лучших мам». Я права же? Да. Да, ну вот смотри, несмотря на то, что там это стратегическое мышление, оно рассчитано и на взрослых, и на детей, а те лекции, которые ты вот в своем блоге ведешь, они, ну, не знаю, из того, что я видела, в основном ты вот много внимания уделяешь именно эмоционально-психологическому развитию ребенка. То есть я так понимаю, что это, наверное, связано с тем, что, вот, как ты сказала, очень важно именно вот с детей начать, чтобы потом получить какой-то, да, вот результат и как личности, и как, наверное, государство в целом тоже. Да. И в этом вот, кстати, почему «Территория лучших мам», ты большую роль отводишь именно мамам. У меня такое чувство, что ты именно вот эти лекции у тебя больше даже обращены к мамам.
прежде всего. Да. То есть ты считаешь, что, мне так показалось, я 4 лекции твои просмотрела, было очень интересно, то есть, что именно мамы вот в наше вот такое непростое время могут нивелировать вот эти вот всякие вот эти психотравмы, которые могут быть у ребенка. Вот это Так и действительно так? есть, да, так и есть. То есть, если мы с вами, мы как мамы, как родители являемся психологической, физической, психологической безопасностью ребенка. Что такое психологическая? Ну, физическая безопасность — это его накормить, одеть, обуть в тепле, в холоде, в зависимости от погоды, да, его держать. А психологическая безопасность — это когда мы не раним душу его. То есть, если у него дома сильная поддержка, да, то он считается, что вот, да, в квантовой психологии считается, что ребенок, встретившись с какими-то с внешними проблемами, он легко справится. То есть вот какая роль у мамы. То есть я правильно понимаю, что прежде всего вот с твоей стороны надо обучить мам, да? Да. Так понимаю. Ну да, конечно. И же, как да. получается вот мам обучать? Ой. Ведь мамы же тоже сейчас не откуда-то пришли, они же те же дети, которые потом выросли со своими я тоже. очень счастлива, что очень много мам прям ждут моих эфиров и интересуются, и слушают, и говорят на одном дыхании. Я вот просто очень счастлива и благодарна, что у меня есть такие вот слушатели, такие подписчики. Есть мамы, которые хотят что-то новое, что-то интересное, и есть мамы, которые хотят, чтобы их дети выросли, ну, такими, ну, достойными, скажем так, членами общества. Не, ну я думаю, что там сейчас нет мам, которые этого как-то Да, не нету хотят, таких понятное мам, дело, да. Ну, Но- просто многие мамы считают, у нас все в порядке, да, Ага, вот, ага. а многие мамы ищут, и я для тех, кто ищет. Все, вот я хотела для ищущих мам. Да, я для ищущих мам. да. Получается, скажи, пожалуйста, вот им, я понимаю, что отклик есть, спрос есть, а вот получается вот это применить, вот как бы там дома у себя на практике, то, о чем ты говоришь? У моих Мам, да, слушателей, мам. ну, я, во-первых, только начала, да, то есть я очень долго взвешивала, начать, не начать, нужно это кому-то, не нужно. Ну, как оказалось, нужно, и пока я знаю, что это очень интересно мамам. Но насколько полезно, пока не знаю, потому что я вот только начала, и я думаю, будут отзывы, и потом поделюсь с вами. Хорошо. Ну, так как не всем мамам ты сможешь, конечно, это преподнести, в любом случае большая часть все-таки воспитания, образования у нас на образовательных учреждениях, конечно, на этом лежит, да. Вот, насколько наши педагоги и вообще сама вот наша система готовы, вот на твой взгляд, вот работать на вот это психоэмоциональное состояние ребенка? Я скажу так, ну, хочу И сказать... чем тут вообще коучинг может помочь? Да, чем может коучинг помочь? То есть это абсолютно несложно. Это опять-таки новое, которое нужно просто взять. И это говорит, то есть коучинг говорит о принципах. И нам, как взрослым, и родителям, и учителям, просто нужно посмотреть на ситуации, которые у нас происходят во взаимоотношении с ребенком, через эти принципы. Просто посмотреть на ситуацию вот через эти принципы. Например, принцип суть коммуникации в доставленной информации, а не в отправленной. Да? То есть неважно, говорят учителя, 100 раз ему говорил, неважно, сколько раз вы сказали, важно, что дошло до ребенка. Просто если посмотреть на эту ситуацию, что я ответственен, дошла ли информация до ребенка или нет, вот что нужно от педагога. Понимаешь? И когда мы с этой позиции, то есть мы ответственность на ребенка не скидываем, он меня не слушает, он меня не слышит. Я сейчас хочу еще рассказать, сейчас пришла мысль, хочу рассказать, была такой педагог Энн Салливан. Можете в интернете почитать, вы увидите. Она работала со слепоглухой девочкой Хелен Келлер. Она так достучалась до ребенка, что впоследствии Хелен стала писательницей и преподавательницей в университете. То есть у нее не было возможности сказать «послушай» или «повтори, как я», или «посмотри, что я делаю». И она до нее достучалась так, что вот впоследствии она стала
преподавателям. Можно сказать, что благодаря преподавателю вот эта Да. слепая глухая девочка реализовала себя в жизни. Это так и Да? было, да. То есть это вот именно благодаря педагогу. Так что, когда мы говорим, что ребенок нас не слышит или он не хочет учиться, это все наши с вами отговорки. Мы просто не нашли тот метод, который подходит именно этому ребенку. Вот еще по поводу образования. Мы должны уже перейти к индивидуальному вот отношению к ребенку. Мы должны искать ключ каждому по отдельности из детей. Во-первых, нету таких детей, которые не способны обучаться. Это тоже уже наукой доказано. Если ребенок умеет говорить и ходить, а он это умеет только потому, что он с нас читал, как это делать, то есть он уже способен обучаться. И все остальное он способен воспринять. Просто нужно найти тот метод, который вот подойдет именно этому ребенку. Кстати, вот в чем вопрос. Кстати, вот то, что я говорила, о чем ты говорила, я буквально вот сегодня утром, открыв интернет, тоже увидела опять-таки твои слова о том, что важно не только отправка информации, но и доставка информации. То есть она важнее. Доставка информации до ребенка. Но как понять, что именно нам нужно вот из всего вот этого спектра, вот этого, который коучинг нам предоставляет, да? Вот, как понять? Ну, опять-таки, на сегодняшний момент это может через год устареть. Да? На сегодняшний момент это развитие мышления детей. Это креативное мышление, это критическое мышление, это стратегическое мышление, это системное мышление, это навыки коммуникации, уметь взаимодействовать и уметь работать в команде. То есть такие навыки, конечно, базовые знания очень важны, базовые знания тоже должны быть. Но сейчас считается, что если даже ты профессионал в какой-то из областей, если у тебя нет вот этих гибких навыков, то ты не будешь успешен, потому что вот эти гибкие навыки решают 75-80% твоего успеха. То есть профессиональные знания, где ты мастер своего дела, это 20-25% всего лишь. Скажи, пожалуйста, тогда получается, если по-твоему, если ребенок чего-то не понял, то это не двойка? Нет, пока не пока не пятерка, так скажем. Пока не пятерка. То есть нужно еще и еще работать. Потому что когда мы ставим ребенка, вот еще очень важный момент, который я хочу сказать, мы когда ставим двойку за двойкой ребенку, потом он у нас получается двоечник. Я бы не хотела, и я просто декларирую, чтобы ребенка не охарактеризовали двоечником, получил двойку. То есть ты плохой. Это неправильно. Мы говорим, мы задеваем личность. И не то, что ребенок, даже взрослый, не знает, что с этим делать, если личность плохая. А когда мы говорим поступок плохой, то уже ты понимаешь, что надо что-то поменять в твоих действиях, что потом будут про тебя что-то другое, да, вот говорить. Поэтому никогда не оценивайте личность ребенка. Ты получил 2, а не двоечник. Понимаете разницу? Ты поступил плохо, а не плохой ты. Аста, тогда скажи, пожалуйста, спрос там у мам есть, я как поняла, а вот что касается педагогов, потому что в этом направлении, ты говоришь, надо работать с мамами, но прежде всего надо работать, конечно, и с педагогами, если мы хотим вот достичь того, о чем ты говоришь. Да, если мы хотим результаты, это, конечно, должно быть системно и дома, и в садиках, и в школе обязательно. Ну, сейчас у нас, слава богу, молодой современный министр образования, и у него, я знаю, мы с ним беседовали очень много. То есть у вас на таком уровне тоже уже? Да, на таком уровне есть беседы, да, у него, он уже две конференции провел, да, на эту тему, и понимание есть. Просто нам нужно его поддержать. Это, я имею в виду нам, это общественность. Нужно его поддержать. Ну, получается вот работать с педагогами все-таки? Я знаю, что это очень такой, надеюсь, не что совсем просто, да? Да, вот я же говорю, это люди такие, то есть 60-65% они с осторожностью к новшествам относятся. У нас нет времени осторожничать, понимаете? То есть мы сильно отстаем от мира. Я вот еще по образованию хотела сказать, я как один из примеров приведу, это сейчас сейчас так много материала на эту тему, что даже сложно понять, что же выбрать. Да? Вот, есть такая трист-педагогика. Вот она считает, что, вот смотрите, сейчас в школах мы детям даем образование и даем задания, такие задачи, где есть один определенный уже известный ответ,
и мы даем алгоритм, как к этому ответу прийти этому ребенку, да, это значит, что мы ребенка к жизни не готовим, потому что в жизни всегда задачи непредсказуемые, и мы не знаем, какой там будет результат, и мы должны научить, вот почему нам нужны и творческое, и креативное, то есть всякое мышление, чтобы ребенок сам находил еще и условия задачи, и еще ответы задачи. Например, вот они предлагают, то есть есть такая, да, данность, есть ванна, и если бросить в него кирпич, что будет с ванной? И там, смотрите, несколько ответов, и все они имеют место, просто ребенок должен обосновать свой ответ. То есть кто-то скажет, разобьется ванна. Почему? Если ванна пустая, а этого условия не было в задаче, да? Это уже он сам добавляет. И если кирпич летит с высоты 100 метров, это тоже новое условие, которое ребенок сам. Ванна разобьется, он прав? Прав. Другой ребенок скажет, нет, ванна не разобьется. Обоснуй свой ответ. То есть ванна полная, и кирпич летит с высоты 2 метра. То просто ванна не плюхнется в воду, да? Да, просто плюхнется в воду, и ванна не... То есть нужно дать ответ и обоснование этого ответа. То есть мы учим детей думать, размышлять и находить ответы. Астанда, ну, если сейчас я тебе задам вопрос о том, допустим, как ты оцениваешь вообще нашу систему образования, да, с ее заданиями, оценками, экзаменами и так далее, но я не знаю, я думаю, что большинство людей, там не только ты, такие как там ты, я и так далее, ответят, что, конечно, это, ну, в основном это сплошной стресс для ребенка. Да, хочется понятно, перемен, да. С одной стороны, мы все понимаем, что система в сегодняшних условиях, она дает в основном больше стресса, чем той цели, которую как мы должны достичь. Ну, да, наверное. Такие как знания там, и так далее. Но, с другой стороны, педагог, которому ты пытаешься вот, сказать, что вот, нужен индивидуальный подход к ребенку, что сегодняшнее время оно такое, что важнее, чтобы он научился это мыслить, а не то, что там впихнуть ему сколько будет 2 × 2. Тебе, я думаю, любой педагог скажет, что у меня программа, которую я должна пройти, и возиться с каждым ребенком у меня просто нет времени. У них правда нет времени. Вот как теперь, как вот это все вместе, не знаю, Ну, надо соединить? думать, как это соединить, и как это по шагам, по чуть-чуть менять это. Но у них правда сейчас времени нет. Поэтому, с одной стороны, педагогов тоже понимают. Да, конечно. Там в классе сидят 30 детей, о каком индивидуальном, да. Ну, нужно, наверное, сокращать количество детей в классе. Ну, наверное, так скажу, эти проблемы министерства, я думаю, у них будет время над этим подумать и решить эти вопросы. Вот, а с другой стороны, скажи, пожалуйста, вот, когда мы говорим, вот, что дети наши очень много там сильно загружены, что у них очень много там стрессов там, от всех этих экзаменов, от учебы и так далее, вот, не получается ли так, вот, с другой стороны, что мы их слишком жалеем, наших детей, что вот, ой, ты мой хорошенький, тебе нужен обязательно такой индивидуальный подход, что вот такой вот весь это самое, что мы уже из них мы не делаем таких вот, наоборот, таких вот тюфяков, которые вот потом не способны уже вот противостоять трудностям в реальной жизни. Ну, а не надо из них делать тюфяков. То есть мы просто должны их научить к тому, что как относиться к проблеме. Это тоже целое, да, вот на это надо отдельный час выделить. То есть мы сейчас, они копируют тоже нас, да, как мы реагируем на проблемы. Мы реагируем на проблемы, какой ужас. А нужно решить, я не справлюсь с этим, да, сейчас, а нужно относиться к проблеме, интересная задача, я с ней справлюсь. Когда мы так относимся к проблеме, мы начинаем планировать, мы начинаем искать какие-то шаги. То есть наше внимание от проблемы, от стресса мы перенаправляем в поиск решения этой же проблемы. Вот, нужно этому и научить детей. И ни в коем случае их нельзя оберегать ни от одной проблемы из внешнего мира, ни от одной. То есть провели ученые эксперименты, когда помогли бабочке вылупиться из кокона, да, порезали ей кокон, она не смогла летать. То же самое птенец, если ты ему поможешь, то есть не он сам вылупится, весь смысл в том, чтобы он потрудился перед тем, как вылететь в этот большой мир, да, то есть приложить усилия. И если мы за них что-то делаем, мы у них отнимаем силу. То есть как раз таки их жалеть не надо.
Просто нужно, опять-таки, дать им те вот коучинговые принципы, как смотреть на проблемы, на мир, на жизнь. То есть менять их мировоззрение. Вот на что нам нужно повлиять. Скажи, пожалуйста, а вот это стратегическое мышление, да, которым, ну, вот это направление, которым ты сейчас занимаешься, его вообще можно воспитать в себе? Или и это в любом возрасте можно? Конечно, это даже очень интересно, на мой взгляд. То есть это, во-первых, мы все этим занимаемся, просто мы это не осознаем, да? Ну, у подруги день рождения, что я ей подарю? Я вспомнила. Мыслишь, да, уже ты все, стратегически. да, это стратегия. То есть ты думаешь, я ей вот этот подарок подарю, и ты вдохновленная представляешь, как ты ей подаришь и какая у нее будет реакция. Это уже стратегия. А потом, как я буду выглядеть, это уже стратегия. Ты ищешь там платье, там, или макияж, там, подготавливаешься к этому, это уже стратегия. Просто мы это не осознаем. Поэтому стратегию просто нужно направить на цель свое внимание, да, и научиться планировать шаги к этой цели. Вот вся стратегия. Скажи, пожалуйста, а не приведет ли вот постоянное вот это вот, о чем ты говоришь, стратегическое мышление к еще большему? Не может ли, если человек постоянно что-то планирует, постоянно должен в голове своей держать, вот как делать, что делать, просчитывать шаги? Ну, я так думаю, что это вот это и есть стратегическое мышление. Да. Не приведет ли это еще к еще большему стрессу? То есть, такой, ну, не знаю, к такому вот неврозу, когда ты постоянно должен что-то планировать, что-то, постоянно должен что-то продумывать свою стратегию жизни. Вот. А может, иногда вот лучше сказать, да, будь что будет, расслабиться и вообще. Смотри. Не заморачиваться. Планировать нужно обязательно, потому что, когда ты идешь по неизвестной тропинке, ты не знаешь, что тебя встретит. А ты в уме эту тропинку прохаживаешь несколько раз и пробиваешь ее. Понимаешь? И когда ты планируешь, нужно еще на каждом пункте останавливаться, что же у меня может тут не получиться. То есть ты план Б ищешь каждый шаг. То есть ты себе прочищаешь путь. Наоборот, это легко. Ты потом пойдешь по этому пути. Понимаешь, ты подготовленный к тому, что что-то не получится, тоже ты подготовлен. И поэтому, наоборот, это очень важно. А вот ты распланируешь, это как фундамент. Ты от чего отталкиваешься, чтобы идти, выполнять свою цель, да? Это вот как, а вот там будь что будет. Вот дальше ты хорошую фразу сказал. То есть план нужен, но можно ему не следовать. План просто это как то, от чего мы отталкиваемся. А жизнь свои коррективы всегда вносит. Поэтому, то есть план должен служить тебе, а не ты плану себя душить из-за этого плана тоже не стоит. То есть план можно откорректировать по ходу действия. Ну, это я, конечно, так утрировала, понятное дело. Наверняка ты права в том, что, конечно, когда есть всегда у тебя какой-то план в голове, это, я так тебя понимаю, что это в любом случае, даже если он не сработает, уже как-то спокойнее тебе, да? Конечно. В этом плане. Да. Теперь, ну, знаешь, уже так подходим уже к завершению. Это что касается личности, да, о каждой личности. Но вот в нашей стране, где... по моему мнению, напрочь вообще уже долгие годы, к сожалению, отсутствует так называемое это стратегическое мышление, которое ты хочешь развить там в детях. Ну, от чего, вот, ну, по моему мнению, большинство наших проблем сегодняшних. Ладно, конечно, мы за это говорить не можем, но воспитывая вот это мышление в детях, на твой взгляд, сможем ли мы вот в будущем избежать тех проблем, которые есть у нас сегодня? Спасибо за вопрос, правда, очень хороший, потому что я здесь хочу еще одну важную мысль сказать. Вот мы и пришли к тому, что вообще воспитание – это и есть стратегия, и самая важная стратегия, что в семье, что в стране. Потому что граждане делают государство, граждане делают правительство. Это мы. Да. И вот здесь вот почему особенно нужно стратегическое мышление. И дети, имеющие стратегическое мышление, то есть стратегия воспитания, это, представляете, 25-30 лет. То есть ты строишь стратегию, каким я хочу видеть своего ребенка. И каждый ребенок, когда вырастет с таким посылом в мир, каким я хочу видеть своего ребенка, каким я хочу видеть мир, каким я хочу видеть свою страну,
Ну, конечно же, это приведет к чему-то хорошему точно. Ну, дай бог. Астанда, спасибо большое за нашу беседу. Я надеюсь, вот это вот дело, которым ты занялась, и которое ты так... По-моему, мы когда еще только встретились, ты сказала, что я никогда не думала, что я публично буду про это говорить. Да, так как я человек, ты сказала, скромный, вообще не люблю всех этих дел, но тем не менее, ты все-таки на это решилась, ты на это пошла, потому что ты, я как понимаю, все-таки ты уверена в том, что это принесет какие-то свои плоды. И мне понравилось именно то, что вот ты уверена в важности вот этого дела. Я уверена которым в важности, да. Да. И спасибо за приглашение. И я да. тебе желаю удачи, дай Бог вот все, что ты нам, то, о чем мы сегодня говорили, чтобы это реализовалось. Я думаю, это Спасибо, очень да. важно. Мне важно. Спасибо большое. Удачи тебе еще раз. Спасибо большое всем, кто нас слушал. Мы встретимся в следующем выпуске.